Апсатили хопшира канала чего информация бдыратара хамшекшара хлопзеку. Апсны ачима зарачка апрухуараза координация пштаба цбамтайна куршина район курха куркна агуатырыт птып курусура дырухой. Уртыркны ичепшуйта милиция узуйчей хакимчей. Гулрыбша района кон пшахоп шдаур инапшиба янзамта. آخر ساعات بين القناة أبيراتيف تشتغل زبمتنا كورشنا أحن تفتا إنسبكسيا مجرد بأقواتر تبتبجا أجب الشريالة جيت حاكم شيء أميديسينة بيفشي درا أميديسينة مروجة الله إرشويت أفتا مشينا كوربسقز جوي ينقرجو أو أبصري إرشورة أتقل زعاشة زي بشرو شورة وقحتوت شورة رمزار حبرات يحوت خامة كان يبزيو حاخنزة كل شيء حايت ساعات برزن وبريشتي مكان حبزيو أوصل بنزل ورقة أخو برج خنزل حوحنا حي حبرها مجرد بأقواتر تتفقنا إيجابشوي تارد غوسبيتالي غوربشت بأريون تخشتور تيرجا أو سزواء حاكم شيء أميديسينة بيفشتشي رقو بس يقولوا بتسخرة على الصيقة زو أفتماشينا الشورة حركو أجدربار يرى الله وبخشبر تخشرجو أخو صيقة زجدال رمقعدات سز مجرى وسنحوز جحورد أقواتر كورم يفكر أفتماشينا كورنقورة أروا دايوي أخو جزء وحبس قزم أو أبصر أتشمزر شق رتفك شرزه чуть затруднение есть, вот как видите, пробка. Ну ничего страшного, справляемся понемножку. Бывает, что делать? Это все делается не просто так, для здоровья наших граждан, нас самих, для здоровья всех. Ачимызрачка паразы оператив штаба Збамталу по республика милиция усзуйче хакимче хичапшо агватер тыпко зейчкау. Штаб у вас ядбит апостка пшидера ходира псни харглот хаму по усзо хайчавен хау медик ша хара хайдглын усаво гал канала 3 глуб яхусрот ра мачары жбот усури чу универсам апхе братанковый часто хо браги харгл рахтахуб е бзыбти харгл рахтахуб и гагра худжира фиджира постку харглот عمل كذا تركح وريقص وعبدر الشخص خنر خناس شحوت زيه عينه شتازر دخاش دونتن комендант ساعات على غلطو بحشب خزوم республика زي خنا يلا قلت بحيس خدود يزبانا وزر حوالر رمحوش زبوت يقو رخص يرزاقد ومكان بريه يشكني حللر دار حوسكوت في خوت يدرستخو А коронавирус обснова обсыра расчехчера за штабакна амчра усбарсаква русура хаку и цойт рауль лолуа. Не просто все получается. Очень большой поток машин у нас. Много очень граждан передвигается. Это осложняет работу медикам. Вот, и поэтому, конечно, мы сейчас думаем, как эти меры ужесточить. Другого выхода у нас нет. Все направлено на то, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить наше население. Люди самосознательно должны это понимать. Пока это в меньшей степени у нас здесь мы наблюдаем. Опять же, хочется обратиться к нашим гражданам, чтобы максимально меньше передвигались по территории Абхазии. А штаб Збамтапхарак вамакана зацикасир мурзелум кааваша зхым япызгуги қалалой ахауртапхарак варопи зубзоро ачимазрачга апсны азге яхидрым бала сеханза хапхага ятахар ялшу тапхарак ва ицеги рыргуара усда авина хаздулым цвақанза даурина пшбалыкса гуха апсвадили хопшра. Апсна ауапсыра ичко чимазара рацших через эйвейпша маусных затком япызго хаузбарта квагиреу поймныс хапе ускор министрра. Дара убас гертам шкурзакалайк квей район курыкна акучанцарат усмебгат конарыгдзойт. Урт шейчкау хавиныс хапе хаускор министрра апресмат зуран самтаджа. Мировые данные по количеству заболевших и погибших от коронавирусной инфекции напоминают сводки с фронта. Практически во всех странах, в которых зафиксирована вспышка инфекции, введен строгий карантин, а кое-где и режим чрезвычайного положения. Несмотря на то, что в нашей стране пока еще нет лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом, режим ЧП, как и карантин, уже введен. И с первого дня особого положения людям рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости. Жители Абхазии, которые еще пару дней назад скептически относились к требованиям избегать скоплений людей и сидеть дома, сейчас поняли всю серьезность ситуации и понемногу соглашаются на вынужденный домашний арест. Уважаемые сограждане, соблюдайте
все меры предосторожности. Не выходите на улицу без крайней необходимости. Не подвергайте опасности себя и своих близких. По еще не совсем пустым улицам ездят милицейские автомобили, из которых через громкоговоритель раздаются призывы к гражданам оставаться дома. Эту картину можно наблюдать во всех районах и городах республики. 30 числа на оперативном совещании штаба правительства Республики Абхазия Министерству внутренних дел была поставлена задача и Управлению госавтоинспекции непосредственно информировать наших граждан о необходимости самоизоляции для того, чтобы не попасть в группу риска заражения. Мы, как понимаем, на сегодняшний день эта проблема стоит во всем мире. И, к сожалению, есть вероятность попадания этого вируса и на территорию Республики Абхазия. Если наши граждане будут сознательно относиться к этой проблеме, изолироваться, по необходимости не выходить из дома, не выезжать на транспортных средствах. Вчера, если вы помните, проводилось мероприятие в спальных районах силами патрульных автомобилей. Информировали граждан о необходимости и серьезности этого всего мероприятия. Одна из главных опасностей пандемии коронавируса – то, что люди владеют недостаточной или искаженной информацией о профилактике заболевания. Патрулируя город на служебных машинах, сотрудники милиции по громкой связи информируют население о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Также они рассказывают и о важных рекомендациях, которые помогут предупредить распространение коронавирусной инфекции и сохранить здоровье в условиях карантина. Не посещать места скопления людей, во время пребывания на улице надевать защитные маски, так как растет угроза распространения вируса. К сожалению, не все граждане осознанно относятся к этой проблеме. Мы видим движение людей, движение машин. И необходимо, конечно, это недостаточно для того, чтобы мы смогли реально оградить себя от этой болезни, от этого вируса. То нам необходимо, сейчас мы мероприятия проводим, чтобы до людей, до которых, к сожалению, еще мы не смогли достучаться, донести о том, что это очень серьезно и необходимо самоизолироваться, находиться дома на домашнем карантине. Вот такие задачи на сегодняшний день у нас стоят. Если говорить о стационарных постах ГАИ на республиканской трассе, то на оперативном совещании 30 числа было принято решение, что будет сформирован пост на Мочарке, в Гулерибском районе, и в Гальском районе уже со вчерашнего дня пост перекрыт. На сегодняшний день Министерство обороны будет осуществлять контроль, замер температуры на посту Мочара. Будут там установлены все необходимые обеззараживающие средства, выданы сотрудникам, которые там будут находиться, сотрудникам Министерства обороны, которые будут проводить контроль проезжающих граждан непосредственно через эти посты. Жители Абхазии настоятельно просят сидеть дома, на улицу выходить только в аптеку или магазин. Также необходимо чаще мыть руки с мылом, обрабатывать поверхности антисептиком и, конечно же, не паниковать. Ҳтәылаҿы ирылаҳәаз аҭагылазаашьа ҷыда азԥхьагәанаҭоит ишәарҭоу ачымазараҿы ҳауаажәлар рацәыхьчара. Убри азы еиуеиԥшым аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рымчқәа еилаҵаны аусура иаҿуп. Ишәгәалаҳаршәоит Гәдоуҭа араион аҟны ирхианы ишрымоу аҭыԥантәи ахәышәтәырҭа. Уахь инагоуп иахәҭоу ахәшәқәеи егьырҭ ахыхьчагатә маҭәашьарқәеи. Иахьа иара убас иалагеит Гәдоуҭа ақалақь аҿы игылоу аҩнеихагыла дуқәа рыкәша-мыкәша аҩналарҭақәеи амардуанқәеи ахәшәқәа рықәҭәаны ррыцқьара. Уи аамышьҭахь иазгәаҭоуп ақалақь амҩадуқәагьы рыӡәӡәара. Ауааԥсыра рыбжьара гәҽанызааратә уснагӡатәқәа еиҿыркаауеит рыҩнқәа ирдәылымҵарц азы. Иахьа Гәдоуҭа раион аҿы иҟоу ачымазара ԥырҟҟаа рзыҳәан, аанкыл рзыҳәан имҩаԥысуеит аусмҩаԥгатәқәа, ижәдыруеит Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭа госпиталь ҳасабла ачымазаҩхара абрахь ддиаргоу ҳәа аиҳабыра аԥҟара рыдыркылт, ҳарҭгьы убри ҳаҟныҟәаны иара ахәшәтәырҭа аҩныҵҟа иҟаҵатәқәаз еиқәыршәоуп изаҭаху ала. Насгьы иара ақалақь аҩныҵҟа иахьа атехника иҟоу ҳхы иархәаны абри аҩнеихагылақәа амардонқәа зегьы ӡәӡәаны ахәшә ақәҭәаны излауаланыс еиҿаҳкаар ҳҭахуп. Иара убас наџьырмыкь акәша-мыкәшагьы ақалақь аҿы афатәқәа хырҭиуа амагазинқәа, адәқьанқәа рҿы ауаа рацәаны иахьеизо аԥхьа убрагьы амҩақәа ӡәӡәаны абарҭ ҩымш, хымш рыла убри ҳаҿызаауеит. Насгьы иахьа ҳабжьы заҳуа аҳәара рысҭар сҭахуп.
ус хокшимам ко акала кех колом сырц аги адуния чико апкара кахад яхнук حرق نقرب عليش حرب شروب أجي أشكوات رات خوب أي حبة يتزب أيونا ماشك شتاح حر حزر ماشك حشان حكلروب يزبنا جزر زقاب الر حخبتو أكتن حكيم تشير حو بقارك وحنقرق وقرا حرجي حواج لريك حرخوت أجي أبريجي نسيشاي زي بشي تسابة خيرجي بقارك وكامو ببري بقارك وحرق نقر زيكبزي خد حسوي أنا قد أكيد تشيقو أمش بزيو بيخايقو تشماش خوما أجي أنخرج الزقة زراته وبريز خوي أرخون نفيم شيل زيكبزي خد أما لاعجز رجي تراجي سحوت أحضر عربشتوب عليش عربشتوب بقارك يروح نقط. В случае появления каких-либо больных сразу они будут там укладываться, имеются врачи, имеется медперсонал, все необходимое, то, что оборудование необходимо, медики имеют, они снабжены. Вот вчера была обработана, дезинфекция была произведена вокруг больницы, возле милиции, администрации, ну, где имеются какие-то скопления или движения народу. Администрация Гагарского района сегодня разместила на своем сайте информацию, что в городе Гагра и Гагарском районе заболевших коронавирусом COVID-19 нет. Распоряжением исполняющего обязанности президента в Галском районе Абхазии с 8 часов вечера до 7 часов утра введен комендантский час. Кроме того, перекрыто транспортное сообщение с Ачамчирским районом и проводятся все необходимые профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории Абхазии. Смотрите, репортаж подготовленный нашими коллегами из Гал-ТВ. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Ганба поручил руководству Министерства внутренних дел установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте ГАИ-Канал с целью предотвращения передвижения граждан между районами Абхазии. С 9 часов вечера 30 марта МВД приступила к выполнению данного поручения. Наша съемочная группа отправилась на пост ГАИ-Канал, где силовыми структурами района был установлен кордон. Помимо силовиков здесь присутствует структура МЧС и дежурит врачебная бригада ЦРБ города Гау. На данный момент главной задачей является минимизировать межрайонные миграции населения нашей страны. На постах производить фильтрацию больных и граждан, у которых наблюдается повышенная температура тела. Созданный штаб осуществляет свои функции по защите населения от коронавирусной инфекции и принимает все необходимые меры по локализации жителей, которые въезжают в Галский район из-за пределов страны со стороны госграницы ПСОУ. Их будут сопровождать бригады скорой помощи с границы до места жительства. Все посты будут измерять температуру всех проезжающих людей, граждан наших. Вот. Меры принимаются очень серьезные, они направлены на то, чтобы обезопасить наше население, наших граждан, наших людей от возможных таких вот людей, которые перемещаются вдоль нашей трассы. Председатель районного штаба, исполняющий обязанности главы района, проинформировал население о дополнительных мерах, предпринятых правительством и штабом. Сегодня исполняющий обязанности президента Валерий Рамшохович Ганба ввел комендантский час с 20 часов вечера до 7 часов утра, а все остальное время в течение дня будет просто ограничено движение. На сегодняшний день это просто вынужденная мера, и прежде всего это безопасность всего района и всей республики. Все жизненно важные объекты в районе осуществляют свою деятельность. Это продуктовые магазины, аптеки, больница, автозаправочные станции, банки и, естественно, все госструктуры. В районе ситуация спокойная, нет никакой паники. Кроме того, созданы и запускаются волонтерские бригады для помощи социально уязвимым слоям, информирования населения, помощи штабам. В Доме культуры, например, волонтеры сшили маски. Ответственные службы вновь обращаются к гражданам с убедительной просьбой без острой необходимости не выезжать за пределы районов своего проживания.
Между тем, трое жителей Галского района, прибывших по продленному абхазскому загранпаспорту, были проверены на КПП ПСО, а после отправлены на карантин, сообщил информагентству «Спутник» замглавы района Генрих Тужба. В Доме культуры города Гал организовано карантинное помещение, чтобы прибывшие граждане были в полной изоляции. Здесь созданы все условия для полноценной жизни. Комнаты оснащены кондиционерами, санузлом, душевыми комнатами и Wi-Fi. Кроме того, в город Гал были доставлены двое жителей Ткорчалского района, где их также проверили медики и не выявили симптомов коронавирусной инфекции. Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Ткорчал Виталий Квициния, сейчас эти граждане находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков. Министр внутренних дел Рауль Смыр считает необходимым ввести комендантский час по всей стране, так как только это сможет остановить передвижение граждан. Надо ужесточить меры, надо остановить движение, чтобы люди находились дома. Есть опасность, и чтобы с ней бороться, мы должны сделать все. Наши граждане должны быть послушными. Мы введем комендантский час за исключением пожарных машин, милиции, скорой помощи. Никакого движения не должно быть по всей республике, сказал Смыр в интервью журналистам «Сегодня». И сегодня же Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции под председательством исполняющего обязанности президента Валерия Бганба сделал заявление, в котором отмечается, что ежедневно ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних странах, а также все еще несознательное отношение абхазского общества к угрозе коронавируса вынуждает руководство рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы, въезд-выезд, в том числе и для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок. Кроме того, как подчеркивается в заявлении, если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан в городах и районах страны не будут спадать, то Координационным штабом будет рассмотрен вопрос о введении на всей территории республики комендантского часа в ночное время суток и введении ограничения на передвижение граждан в дневные часы. Сейчас предлагаем вашему вниманию последние новости оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Здравствуйте. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. Ситуация на 1 апреля следующая. В инфекционную больницу города Сухум обратилось 14 человек. Все они были госпитализированы и обследованы. У 8 из них был выставлен диагноз ОРВИ. У 6 был выставлен диагноз острой кишечной инфекции. В Гудаутском госпитале находится один пациент, который был обследован, коронавирус не был подтвержден. Продолжают поступать звонки с единого колл-центра, и за сутки их было порядка 350. Координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отмечает, что в Абхазии усилились меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На постах вместе с силовыми структурами дежурят медицинские работники, которые измеряют температуру тела у водителей и всех пассажиров автотранспортного средства. Просим вас отнестись к этим мерам с пониманием. Все они рассчитаны на предупреждение и распространение коронавирусной инфекции по всей республике. В том случае, если режим карантина не будет соблюдаться в полном объеме, руководство страны будет вынуждено ввести ограничительные меры в виде комендантского часа и закрытия городов. Благодарим население за понимание и в очередной раз просим вас соблюдать режим чрезвычайного положения. Не покидайте свои дома без острой необходимости. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии 1 апреля продолжили комплекс мер по дезинфекции объектов жизнеобеспечения республики. Специальная обработка была произведена в здании администрации Гагарского района, Гагарская районная больница, РОВД, а также объездной тоннель и здание администрации города Пицунда. В Сухуме дезинфекция проводится в республиканской и городской больницах, а также на территории городских остановок. Как сообщает пресс-служба МЧС, на 17 часов 1 апреля государственную границу по реке Псо пересекли 45 человек. Граждан с высокой температурой не выявлено. Программа развития Организации Объединенных Наций осуществила поставку второй партии предметов медицинского назначения первой необходимости. В гуманитарном грузе ПРООН находились 12 тысяч хирургических лицевых масок, а также 1780 литров дезинфицирующих средств, применяющихся в условиях стационара. Кроме того, 35 литров дезинфицирующего средства для рук. При этом, как отметила глава ПРООН госпожа Луиза Винтон, в целях расширения местных усилий по предотвращению более широкой вспышки пандемии, поставки медицинских
медицинских товаров и обмен опытом необходимо наращивать. Также при поддержке ПРОН в Абхазии была начата информационно-просветительская кампания, направленная на осведомление широкой общественности о рисках пандемии и о надлежащих профилактических мерах. Московская абхазская диаспора сообщает, что в ближайшие дни отправит первый груз помощи в Абхазию. Как отмечается в сообщении, это дефибрилляторы, вакуумные аспираторы, электрокардиографы, пульсоксиометры, очки, комплекты защиты, перчатки, медицинские и респираторные маски и 2 аппарата искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что на спецсчет московской абхазской диаспоры поступило 5 миллионов 498 тысяч рублей. Из них 5 миллионов рублей перечислил председатель Беслан Агарба. МАД отдельно благодарит Владимира Бегуа, который передал большую партию перчаток и костюмов химической защиты. В период карантина явно проявились многие социальные проблемы в республике. Самыми уязвимыми в этой ситуации оказались слабозащищенные слои населения, к которым относятся малоимущие, одинокие и больные люди. В настоящее время благотворительными организациями предпринимаются и разрабатываются различные меры для поддержки таких граждан. Кроме того, распространение по всему миру коронавирусной инфекции обнажило многие проблемы системы здравоохранения. Предприниматели Абхазии организовали движение «Мы вместе» и уже смогли собрать внушительную сумму, чтобы помочь государству в борьбе с COVID-19. Репортаж Амелии Бисмарк. Доброта спасет мир. Кажется, настало то самое время, когда это словосочетание можно проверить на практике. В самые сложные времена проявляется ценность простых вещей. Человеческие качества как никогда важны сегодня. И жители Абхазии знают об этом. Сейчас активно работают благотворительные фонды, создаются волонтерские движения и сообщества меценатов. Не остаются в стороне и простые граждане. Под началом благотворительного движения «Мы вместе» объединились абхазские предприниматели, среди которых есть и крупные бизнесмены. Главная цель сообщества – организовать резерв средств для приобретения необходимого в борьбе с коронавирусной инфекцией медицинского оборудования и препаратов. Значительные суммы на прозрачный счет благотворительной организации внесли представители таких известных в республике предприятий, как «Вина и воды Абхазии», «Азит», «Премиум», «Флагман», «Амобайл», «Аквафон» и многие другие. Стоит отметить, что к работе присоединилась и московская абхазская диаспора, организовав сбор средств среди соотечественников. Общая сумма, которую смогли собрать благотворители, составляет более 25 миллионов рублей. Эти деньги расходуются строго с обозначенным перечнем необходимых медикаментов и оборудования, который представил Минздрав республики. С подробным отчетом, где приведены все расходы организации, на официальной странице «Мы вместе» в Facebook может ознакомиться любой желающий. Не остались без внимания и подопечные фондов «Киарас» и «Ашана». Казачье общество Абхазии подготовило специальный отряд людей, которые в случае распространения инфекции будут помогать жителям республики. Кто-то шьет маски и раздает их бесплатно, другие готовят антисептик. В нескольких магазинах появились корзины добра. Туда складывают продукты для более нуждающихся граждан. Волонтеры и просто неравнодушные люди то и дело выкладывают в интернет адреса тех людей, которым требуется поддержка в плане денежных средств и просто физическая помощь. Некоторые подключаются к этому процессу сразу, другим необходимо время, чтобы все осмыслить и предложить посильную помощь. Сейчас не стоит судить, важно сосредоточиться на том, что может сделать каждый из нас. Пройдет время, этот сложный период закончится. Жизнь республики закипит своим чередом. Но хочется верить, что та доброта, сплоченность, взаимопомощь и внимание друг к другу станут основными проявлениями нашего общества и в будущем. В Краснодарском крае увеличивается число людей с положительным тестом на коронавирус. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден еще у 5 жителей края. Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в Краевом центре гигиены и эпидемиологии. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Из новых зараженных 3 женщины и 2 мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. 3 человека выявлено в Краснодаре и 2 в Сочи. Все они вернулись из-за границы – Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии. Контактировавшие с ними люди установлены, проведены все необходимые мероприятия, говорится в сообщении. По состоянию на 1 апреля 2 ранее заболевших выздоровели и выписаны домой. 2 пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Всего в медицинские учреждения края обратились 494 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 89 детей. В стационарах остаются 212 человек, из
из них 62 ребенка. По месту жительства под медицинским наблюдением врачей поликлиник находятся 4194 жителя Кубани. В обсерваториях размещены 48 человек, 3 в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. В Краснодарском крае, как и во всех регионах Российской Федерации, введен карантин и режим самоизоляции. Сегодня исполняющий обязанности президента премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о временном освобождении от уплаты ввозных пошлин с 1 апреля по 1 мая 2020 года. Речь идет об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельных видов значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаментов и медицинских средств защиты. Полный перечень товаров, попадающих под данное распоряжение, опубликован на сайте правительства Абхазии. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 8,13. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.